Уважаемые коллеги, дорогие друзья, представлюсь. Меня зовут Евгений Викторович Поляков. Являюсь старшим методистом кафедры социально-гуманитарного образования, а также по совместительству являюсь методистом лаборатории развития этнокультурного образования. Уважаемые коллеги, тема нашего сегодняшнего семинара посвящена развитию универсальных учебных действий как способе достижения предметных результатов. На семинаре мы с вами обсудим о сущности понятия универсальное учебное действие, а также рассмотрим некоторые методики и приемы, которые можно использовать для развития УУД на материале учебных предметов история, обществознание и изобразительное искусство. Уважаемые коллеги, давайте вначале вспомним, что такое универсальные учебные действия. Если анализировать термин «универсальные учебные действия», то в широком значении данное понятие, согласно исследованиям, обозначает умение учиться. Иными словами, наличие у субъекта образования, то есть у обучающегося, способности к самостоятельному развитию и совершенствованию с помощью осознанного и динамического усвоения нового социального опыта. Под понятием универсальность предполагается метапредметный характер. То есть понятие универсальные учебные действия не предполагает отношение к определенному учебному предмету. Универсальные учебные действия формируют психологические особенности обучающихся. Достижение умения учиться предполагает полное овладение школьниками всех компонентов учебной деятельности, которая содержит внутренние, то есть познавательные мотивы, образовательную и познавательную цель. Определенный набор шагов, предусматривающий достижение данной цели. Это умение ориентироваться, работать с материалом, контроль, рефлексия. Основными функциями, которые выполняют универсальные учебные действия в процессе обучения, являются, вот обратите внимание на слайд, функция обеспечения возможности обучающихся самостоятельной реализации деятельности учения, постановки учебных целей поиска и применения необходимых средств и способов их достижения, контроля и оценки процесса и результатов деятельности. Функция создания условий для гармоничного развития личности и ее самореализации, основываясь на готовности к постоянному образованию. Функция обеспечения успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой, подчеркну, в любой предметной области. Исходя из этого положения, уважаемые коллеги, можно утверждать, что развитие универсальных учебных действий является способом достижения предметных результатов обучающихся. Универсальность учебных действий выражается в том, что они обладают надпредметным и метапредметным характером. С помощью их обеспечивается целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия заложены в основе организации любой деятельности школьников и ее регуляции, независимо от ее конкретного предметного содержания. Овладение универсальными учебными действиями предоставляет обучающимся успешно усваивать информацию на всех уровнях обучения, в том числе и профессионального образования. Из этого следует, что освоение универсальных учебных действий приведет к развитию умения самостоятельного усвоения новых знаний. Умение, в состав которого входит умение учиться. Обеспечивается эта способность благодаря тому, что универсальные учебные действия носят характер обобщенных действий,
которая предоставляет возможность обучающимся широко использовать их в различных предметных областях, в том числе и самой учебной деятельности. Выдающийся ученый, педагог, психолог Александр Григорьевич Осмолов выделяет 4 основных вида универсальных учебных действий. Думаю, что вы все прекрасно знаете. Это личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащего к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Предлагаю рассмотреть, какие личностные результаты отражены в примерной основной образовательной программе основного общего образования. Так, первое – это российская гражданская идентичность, которая включает в себя, что включает в себя гражданская идентичность? Это патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация, самоопределение себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной сопричастности к судьбе российского народа, а также осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Уважаемые коллеги, вот обратите внимание, что формирование российской гражданской идентичности происходит на основе освоения предмета истории России. В процессе изучения событий прошлого, изучения культуры, традиций нашей страны. Так, давайте рассмотрим вторую позицию. Это готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. Далее, это развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. То есть это способность к нравственному самосовершенствованию, веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию, знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалах, хранимых в культурных традициях народов России. Готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве. Сформированность представления об основах светской этики, культуры, традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества. Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества. Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества. Принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. Так, следующая позиция личностных универсальных учебных действий – это сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Так, следующее – это осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. То есть это идентификация себя как полноправного субъекта общения,
готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога. Тут есть, конечно, такое взаимодополнение с коммуникативными универсальными учебными действиями. Да? Так, шестая позиция – это освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. Далее, это сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни, интериоризация, то есть это присвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. То есть это способность понимать художественные произведения, отражающие разные культурные традиции, сформированность основ художественной культуры, обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира, способность к эмоционально-ценностному отношению и освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Так, следующая позиция – это сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. Наличие опыта экологически ориентированной, рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. То есть это готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятию туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности. Уважаемые коллеги, мы с вами рассмотрели личностные результаты. Их можно структурировать в 3 блока. Первый блок – это самоопределение. Самоопределение, то есть сформированность внутренней позиции обучающегося. Второй блок – это смыслообразование. То есть это поиск и становление личностного смысла учения обучающимся на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов. То есть здесь схожесть с регулятивными универсальными учебными действиями. Третий блок – это морально-этическая ориентация. То есть это знание основных моральных норм и ориентация. Развитие этических чувств, ну, например, таких чувств, как стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. Рассмотрим, как можно сформировать личностные результаты в образовательном процессе. Но вначале, уважаемые коллеги, хочу акцентировать ваше внимание на то, что личностные результаты – это, по сути, это разные виды ценностей и ценностных ориентаций, которые формируются в учебно-воспитательном процессе. То есть в перечне личностных результатов освоения основной образовательной программы были заложены следующие ценности. Это нравственные ценности, этические ценности, патриотизм как ценность, этнические ценности, эстетические, экологические ценности, ценность безопасности жизнедеятельности. И важно, чтобы дети не только знали об этих ценностях, но чтобы эти ценности, они определяли дальнейшее поведение ребенка. То есть, понимаете, дело в том, что чтобы вот эти не только чтобы ребенок знал об этих ценностях, а в ходе образовательного процесса, чтобы произошел процесс интериоризации ценностей, то есть присвоение ценностей учащимся, чтобы ценности уже стали ценностными ориентациями, да? То есть чтобы ребенок в будущей уже взрослой жизни смог применять вот эти ценности, которые у него установились в реальной социальной ситуации. Так, очень важно для формирования личностных результатов это открытое образовательное пространство.
Возможность организации работы вне рамок школы. Например, если это предмет изобразительное искусство, рекомендуется проводить экскурсию в Национальной галерее, художественный музей. Если это учебный предмет история, то рекомендуется провести экскурсию или образовательное путешествие в исторические, этнографические, мемориальные музеи. Важно знакомить школьников с объектами и памятниками культуры, культурного наследия. А культурное наследие является ведь не просто украшением, а обладает значительным воспитательным и образовательным потенциалом. Важнейшая функция культурного наследия – это информационная функция, передача знаний. Вот, например, рассмотрим мемориальный комплекс «Аллея Славы», расположенный в городе Сыктывкаре на улице Коммунистической. Что можно узнать, изучая этот памятник? Можно узнать, кто из наших земляков сражался на фронтах Великой Отечественной войны, кто из наших бойцов имеет звание Героя Советского Союза. Центральной композицией мемориального комплекса является памятник «Вечная слава». Что можно узнать? Что может узнать школьник, изучая этот памятник? Памятник представляет собой скульптуры трех женщин. На их лицах можно прочесть глубокую скорбь по потере родного человека, невосполнимую утрату своего близкого. Но также мы можем формировать аксиологическую функцию работы с памятниками культурного наследия. Какую? Давайте с вами посмотрим. Так, это что значит аксиологическая функция? Аксиологическая значит ценностная функция, которая ориентирует личность и общество в мире ценностей. То есть формирует и расширяет представление об идеалах, нормах, канонах. Именно культурное наследие дает возможность помнить и почитать людей прошлого и таким образом связывать себя с историей. Ну вот, например, памятник «Скорбящий воин», тоже располагающийся в городе Сыктывкаре, он посвящен воинам, погибшим в локальных войнах. Скульптура изображает воина, присевшего отдохнуть после боя. Солдат склонил голову, опустил руки на колени, о чем-то думает, о погибших однополчанах, о цене жизни и смерти, о родных и близких. Какими же ценностными ориентациями обладает этот памятник? Ну, например, мир как ценность, жизнь как ценность. Очень эффективной методикой формирования личностных результатов является работа с текстами разных жанров. Исторических источников, публицистических текстов, художественных произведений, мемуаров и так далее. Вот через текст обучающиеся также могут перенимать какие-то ценности, которые заложены в содержании этого текста. То есть, безусловно, не каждый текст может обладать какими-то ценностными ориентирами. Да? Вот в некоторых текстах содержатся идейные смыслы, скрытые ценности, которые ребенок должен расшифровать. Таким образом, вот происходит присвоение ценностей, интериоризация ценностей через анализ текста. Вот давайте рассмотрим следующее задание. Вот, например, учащимся при изучении темы Великая Отечественная война можно предложить прочитать отрывок о выдающемся композиторе Дмитрии Шостаковиче и его знаменитой Ленинградской симфонии. Зачитаю текст. В первые месяцы войны Дмитрий Шостакович находился в Ленинграде. Он работал профессором в консерватории, служил в добровольной пожарной дружине, тушил зажигательные бомбы на крыше консерватории. Во время дежурств Шостакович писал одну из самых известных своих симфоний – Ленинградскую. Автор закончил ее в эвакуации в Куйбышеве в конце декабря 1941 года. В августе 1942 года 7-я симфония прозвучала в блокадном Ленинграде. Чтобы сыграть композицию, написанную для двойного состава оркестра, музыкантов отзывали с фронта. Концерт длился 80 минут. Из зала филармонии музыку транслировали по радио. Ее слушали в квартирах, на улицах, на фронте. Дирижер Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карл Элиасберг вспоминал: когда оркестр вышел на эстраду, весь зал встал. В программе была только симфония.
Трудно передать атмосферу, царившую в переполненном зале Ленинградской филармонии. В зале преобладали люди в военной форме. Многие бойцы и офицеры приехали на концерт прямо с передовых. Ленинградская симфония стала известна всему миру. В Нью-Йорке вышел номер журнала «Тайм» с Шостаковичем на обложке. На портрете композитор был в пожарной каске. Подпись гласила: «Пожарный Шостакович. Среди разрывов бомб в Ленинграде услышал аккорды победы». В 1942-43 годах Ленинградскую симфонию более 60 раз играли в разных концертных залах США. Американский поэт Карл Сенберг написал следующие строки в письме Дмитрию Шостаковичу. «В прошлое воскресенье ваша симфония впервые прозвучала по всей Америке. Ваша музыка рассказывает миру о великом и гордом народе, непобедимом народе, который борется и страдает для того, чтобы внести свой вклад в сокровищницу человеческого духа и свободы». Вот после прочтения отрывка ребята могут прослушать отрывок Ленинградской симфонии. Уважаемые коллеги, обратите внимание, что данный текст имеет ценностную основу. Здесь представлена ценность, во-первых, профессионального долга, морального долга, ценность российской культуры, эстетические ценности. Поэтому содержание самого текста уже направлено на формирование личностных результатов. Между тем, рекомендуется задать дополнительные вопросы к тексту. Например, какую роль в Великой Отечественной войне сыграла Ленинградская симфония? В работе с данным текстом наблюдается взаимосвязь как предметных результатов, то есть это информация о культуре в период Великой Отечественной войны, и формирование у обучающихся личностных результатов. Так, ну сейчас предлагаю рассмотреть, какие метапредметные, то есть регулятивные, познавательные, коммуникативные результаты отражены в примерной основной образовательной программе основного общего образования. Ну, уважаемые коллеги, вначале давайте рассмотрим регулятивные универсальные учебные действия. Первое – это умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. На основании этого обучающий сможет: первое – это анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты, определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов, идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов, выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, то есть предположения, в отдельных случаях прогнозировать конечный результат, ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей, обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. Так, вторая позиция – это умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. На основе этого обучающийся сможет определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритмы их выполнения, обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач, определять, находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи, выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее, выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства или ресурсы для решения задач, для достижения своей цели, составлять план решения проблемы, определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения,
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач. Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Так, третья позиция – это умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Вот на основании этого обучающийся сможет, во-первых, различать результаты и способы действий при достижении результатов, определять совместно с педагогом критерии, то есть признаки достижения планируемых результатов, ну и критерии оценки своей учебной деятельности. Умение систематизировать критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. Оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения планируемых результатов, ну или наоборот, причины отсутствия планируемых предметных результатов. Находить необходимые и достаточные средства для достижения результатов учебных действий. Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую образовательную деятельность. Устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменения характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата. Соотносить свои действия с целью обучения. Так, давайте рассмотрим четвертую позицию. Это умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Ну, во-первых, на основе этого обучающийся сможет определять критерии, то есть правильность выполнения учебной задачи, анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи, свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, что очень важно, исходя из целей и имеющихся средств, оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности, обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов, фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. Ну и последнее, давайте мы рассмотрим эту позицию: владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. На основе этого обучающийся сможет анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки, соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности или, наоборот, неуспешности, принимать решения в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения, определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности, демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических эмоциональных состояний. Уважаемые коллеги, хочу отметить важность формирования у обучающихся регулятивных универсальных учебных действий, поскольку вот именно эти действия, они формируют одну из самых важных задач. Задача образования – это умение самостоятельно решать учебные задачи на основе целеполагания, то есть постановки учебной задачи, на основе соотнесения того, что известно и усвоено обучающимся, и того, что ребятам еще нужно будет узнать, освоить. На основе планирования, то есть определения
последовательности промежуточных действий, направленных на получение новой информации, составление плана по достижению поставленных целей, возможные коррекции, то есть внесение необходимых изменений и дополнений в план, способы действия в случае расхождения запланируемого результата. Ну и также очень важный момент – это оценка. Это самооценка, то есть осознание учащимся того, что усвоено, то, что им усвоено, и то, что им еще необходимо будет узнать, усвоить. Уважаемые коллеги, для формирования регулятивных универсальных учебных действий необходимо детям давать разные типы заданий. То есть они должны быть не по шаблону, а именно разные типы заданий. При этом необходимо обращать внимание на особенности выполнения заданий. Вот тем самым школьник будет лучше понимать учебную задачу, то, что требует от него учитель. Вот еще очень важный момент, хотел на этом остановиться, это оценка, то есть осознание обучающимся, как он оценивает собственную учебную деятельность. Вот как формировать оценку учебной деятельности? Вот, например, школьникам можно дать задание самим оценить свою работу на основании заранее подготовленных учителем критериев. В завершении оценивания каждый учащийся должен выставить себе отметку. То есть, в принципе, это можно будет выполнять на основе индивидуального тестирования, предположим, на основе выполнения какой-то творческой работы или исследовательской работы. То есть тем самым дети учатся сами оценивать себя, оценивать собственные результаты своей учебной деятельности. Так, хорошо. Перейдем к рассмотрению следующей группы универсальных учебных действий. Это метапредметные УУД. Так, значит, так, секундочку. Да, это будут не метапредметные, а это будут познавательные универсальные учебные действия. Так, значит, познавательные универсальные учебные действия. Они нацелены на то, чтобы обучающийся умел определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. Вот на основании этого обучающийся сможет, первое, подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов, выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличие, объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, различать, выделять явления из общего ряда других явлений, выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий, строить рассуждения от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждения на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия, излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой проблемы или решаемой задачи, самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации, объяснять явления, процессы, связи и отношения, выделяемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности, выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственные
связи, причинно-следственный анализ. Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения. Подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. Так, вот давайте рассмотрим следующую позицию. Это умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Вот на основании этого обучающийся сможет обозначать символом и знаком предмет или явление, определять логические связи между предметами и явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме, создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления, строить модель, схему на основе условий задачи или способа ее решения, создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с определенной ситуацией. Переводить сложную по составу информацию из графического или формализованного представления в текстовое и наоборот. То есть это умение составлять таблицы. Да? Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм. Строить доказательства, анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования с точки зрения проблемной ситуации. Вот давайте сейчас рассмотрим следующее познавательное универсальное учебное действие – это смысловое чтение. Вот на основании этого обучающийся сможет, во-первых, находить в тексте требуемую информацию. Вот это очень важный момент. Следующее – это ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, умение структурировать текст, то есть умение составлять план текста, устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений и процессов, резюмировать, обобщать главную идею, главную мысль текста, преобразовывать текст, меняя его модальность. То есть выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи и так далее. Умение интерпретировать текст. Следующее – это умение критически оценивать содержание и форму текста. То есть иметь какую-то свою позицию по отношению к содержанию текста. Может быть, где-то согласиться с содержанием текста, а может быть, наоборот. Не согласиться, но при этом аргументируя свою оценку. Так, давайте рассмотрим следующую позицию. Это формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Вот на основании этой позиции обучающийся сможет, во-первых, определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания. Во-вторых, анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов. Проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций. Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор. Распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. Так, последняя позиция – это развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Вот обучающийся должен чему научиться? Должен научиться определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы. То есть какие-то ключевые фразы, по которым, или ключевые термины, ключевые слова, по которым он может найти искомую информацию в разных видах источников. В словарях, в литературе дополнительной, в интернет-ресурсах. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками. Формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска.
соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. Уважаемые коллеги, давайте рассмотрим, какие типы заданий можно использовать для формирования познавательных УУД. Вот, например, задания по работе с текстами. То есть задания, направленные на перевод, например, текстовой информации в табличную. И наоборот, задание на перевод табличной информации, который задан в таблице или в схеме, например, в текстовую информацию. Далее задание на классификацию. Да? Задание по работе со статистической информацией. Ну вот это хорошо применяется, это задание на предмете обществознания. Далее это решение логических задач, которые способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. Уважаемые коллеги, дело в том, что задание такого характера воспринимается учениками гораздо лучше, чем какие-то обыденные традиционные задания. И предлагается учащимся либо в качестве разминки в начале урока, либо для отвлечения и смены вида работы в течение урока. А вот этот метод, он особенно актуален в рамках олимпиадного движения, в рамках подготовки к олимпиадам, да, и направлен на развитие логического мышления. Вот, например, такие задания. Найди общее и отличное в понятиях король и президент. Да, то есть общее это глава государства, различное король передает свою власть по наследству, а президент избирается. Это может быть моделирование ситуации, то есть моделирование это исследование объектов на их моделях, предполагающее построение и дальнейшее изучение построенных моделей объектов, процессов, явлений. Ну вот предлагаю вам рассмотреть варианты исторического моделирования. Например, такая модель, да, такой ситуации возможной, ну, уже невозможной. Какова была бы история России, если бы царевна Софья не допустила править Петра I? Да, уважаемые коллеги, давайте рассмотрим еще одну группу метапредметных универсальных учебных действий. Это коммуникативные универсальные учебные действия. Коммуникация, то есть общение. Да? Вот давайте рассмотрим, какие коммуникативные универсальные учебные действия нам предлагаются. Первое – это умение организовать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками. Работать индивидуально и в группе. Находить общие решения и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, свою позицию. Вот на основании этой позиции обучающийся сможет. Первое. Определять возможные роли в совместной деятельности. То есть какую роль будет выполнять вот данный учащийся. Например, при выполнении группового проекта. Играть определенную роль в совместной деятельности. Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого. Различать его речи, мнение, точку зрения, доказательства, аргументы. Ну, то есть это умение не только слышать какую-то информацию, да, но еще и слушать, да, умение принимать позицию другого человека. Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии. Уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. Критически относиться к собственному мнению. Уметь признавать ошибочность своего мнения. Ну, если, конечно, оно ошибочное. И корректировать его с учетом критики своих сверстников. Предлагать альтернативные решения в конфликтной ситуации. Выделять общую точку зрения в дискуссии. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей. Организовывать эффективное взаимодействие в группе. То есть иметь какие-то организаторские способности. Например,
умение определять общие роли, умение определять частные роли в ходе выполнения какой-то проектной работы, групповой, умение договариваться, например, друг с другом. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием или неприятием со стороны собеседника. Ну, то есть это умение быть посредником в случае какого-то конфликта, который, конечно, может быть в результате обсуждения, например, какой-то проблемы. Умение вот так сгладить углы. Тоже это очень важная задача коммуникационных универсальных учебных действий. Далее, давайте рассмотрим вот эту позицию. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Вот на основании этого обучающийся сможет определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства, представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности, соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей. То есть, если, например, учащийся защищает свою работу, есть регламент выступить 3 минуты, или 2 минуты, или 4 минуты, то ребенок должен вот уложиться именно в это время. Так, следующее. Это будет высказывание и обосновывание мнения, запрашивать мнение партнера в рамках диалога, принимать решения в ходе диалога и согласовывать его с собеседником, создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств, использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления, использовать вербальные, то есть словесные, и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей, оценивать эффективность коммуникации после ее завершения, то есть проводить анализ собственного выступления или собственного ответа учащегося. Так, давайте мы с вами рассмотрим еще одну позицию. Это формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. Вот это очень важное, кстати, коммуникативное универсальное учебное действие, особенно в условиях современного информационного общества. Вот на основе этого обучающийся сможет, первое, целенаправленно искать и, главное, использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных познавательных задач с помощью информационно-коммуникационных технологий. Использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условием коммуникации. Оперировать данными при решении задачи. Выбирать адекватные задачи инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций разного вида. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм. Создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий. Соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. Ну, что значит информационная безопасность, да? То есть, например, это через общение, через социальные сети соблюдать какие-то нормы моральные, моральную этику, да? Вот это называется информационная безопасность. Уважаемые коллеги, давайте мы с вами обсудим, как можно использовать, какие приемы можно использовать. Да, вот эти приемы, которые будут направлены на формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Во-первых, это диалоговое взаимодействие с обучающимся. То есть очень важно на уроке выстраивать не монолог, не только речь учителя, но и использовать такие формы, как беседа, дискуссия, да, чтобы получать от детей какую-то обратную связь.
Вопросы к учащимся должны быть как в форме фронтальной беседы, то есть вопрос адресован всему классу, так и дифференцированное задание или вопросы дифференцированного характера, то есть вопрос адресован конкретному ученику. Можно использовать дискуссии или, вот, например, деловые игры. Ну, вот на одном из семинаров я уже рассказывал о такой технологии, как дебаты, вот, в которой в течение уже достаточно большого времени широко применяется в практике образовательных организаций. Ну, дебаты – это современная педагогическая технология, представляющая собой особую форму дискуссии, обсуждения, которая проводится по определенным правилам. Общая суть игры заключается в том, что создаются две команды, которые обсуждают, дискутируют по поводу каких-то проблем, различных проблемных ситуаций. Одна группа учащихся поддерживает идеи, высказанные самое главное, что будут проблемное содержание вот этих дискуссий, а другая группа, напротив, отрицает, приводит соответствующие контраргументы. Вот проблемные темы на уроках обществознания могут быть следующие. Например, глобализация оказывает вредное влияние на развитие национальной культуры. Одна группа учащихся поддерживает это высказывание, другая напротив. Или, например, технический прогресс ведет к гибели цивилизации. Да, и вот разная оценка данного проблемного вопроса. Также отметим, что проведение конференций, круглых столов, ролевых и деловых игр способствует формированию коммуникативных универсальных учебных действий. Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий чаще всего используется работа в парах, работа в группах, а при этом у школьников формируется диалоговое взаимодействие, то есть умение слушать своего собеседника. Поэтому, пожалуйста, применяйте в своей практике работы вот разные формы работы с детьми. Индивидуальную, парную работу, групповую работу. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами поговорили о сущности понятия универсальные учебные действия. Рассмотрели личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия, отраженные в примерной основной образовательной программе основного общего образования. Ну а также мы с вами рассмотрели только некоторые методики и приемы, направленные на формирование метапредметных универсальных учебных действий. Уважаемые коллеги, дело в том, что сама по себе тема развития универсальных учебных действий, она достаточно объемная, широкая, да? И поэтому думаю, что одного семинара недостаточно для полного освоения данной темы, да, данной проблемы. Поэтому думаю, что я надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Я думаю, что на следующих семинарах мы с вами продолжим говорить о метапредметных универсальных учебных действиях, а также будем раскрывать иные методики и приемы, направленные на формирование метапредметных универсальных учебных действий. Уважаемые коллеги, спасибо вам за проявленный интерес к данной проблеме, к данному семинару. Хочу от всей души пожелать вам профессиональных успехов. Спасибо вам за внимание. До свидания. До скорых встреч.